А я уже дошел до Дебёцкого района, который ждет меня завтра утром. А сегодня я дойду до деревни Варни, которую еще называют Зарни-Варни. Заночую там, а утром до Дебёс мне останется 2-3 километра. И утром меня будет встречать делегация из Центра развития культуры и туризма Дебёцкого района. Вот. Погода сегодня такая не жаркая. Пару раз уже начинался дождик, один раз был сильный, сейчас просто так немножечко моросит. Время вот уже подходит к вечеру, 6 часов. Я во втором часу только сегодня вышел из Кеза, потому что мы долго проводили съемки. Но все отлично, еще 2 часа примерно в дороге и на ночевку. Я уже на подходе к Дебёсам, и сегодня меня очень ожидает насыщенная программа здесь. Приезжает телевидение из Москвы, мы совместно с группой проедем на Байгурещ, на Источники, в общем посетим Центр культуры и туризма, музей Сибирского тракта. Все, нас встречает на Дебёцкой земле Валерий Нурахметов. Очень рад познакомиться с вами. Да, конечно. Вы его не знаете? Да. Видишь, как сразу знали ребята? Лёва, Чупаров, с Женей Баженовым. Они здесь? Да, они там. Да ладно, да ладно. Лёва! Баджин Тур к вам пришел. Офигеть, вот эта встреча! Привет! О! Привет, здорово! Я думал про тебя, что ты здесь должен оказаться. Я в шоке, что мы тут встретились с вами. Да уж. Куин Серго. Куин Серго. Первый раз такое место вижу в Удмуртии. Теплая, капец, погнали! Пойдемте, пойдемте. О! Да, массажик такой, да? У горы Байгурещ тоже существует два имени. То есть первое имя это Байгурещ, что переводится с удмуртского «богатая гора». Гора на самом деле богата своей природой, богата своей историей. Не зря с 1970 года это памятник природы и археологии регионального значения Удмуртской республики. Происхождение удмурта этого названия объясняли по-разному. Во-первых, верили то, что Байгурещ переводится как гора немого мельника. Почему это происхождение? Потому что говорилось, что у подножия горы находилась мельница, на которой служил немой мельник. Да? В моей душе с горчинкой нежность есть. Она приходит вдруг из ниоткуда. Во мне поет и плачет Байгурещ, рукой природы созданное чудо. Что, как я говорила уже, это самое главное в жизни, да? Это хорошая погода, это хорошая урожайность, так как урожай это первое, что важно для удмуртов и для всех людей, живущих на нашей земле, да? Да, и давайте поклонимся и все скажем дух горы Байгурещ спасибо за хлеб, за квас, который сопровождает нас и которые должны быть всегда на нашем столе. Вот я вам слова отдам, а вы попробуйте смотрим на слова.
Да, обламываете еще вот так вот. Немножко обламываете. Веник, 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 веник. Черешною вечеринку, черешною вечеринку, вечер, 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 вечеринку, вечер, 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 вечеринку. А теперь мы идем загадывать желание и пускать вот эту березовую веточку, чтобы желание исполнилось и чтобы Инмар услышал наши просьбы. Шашкаем шудо, шашка, 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 шашкаем шудо, шашка, 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 шашкаем шудо.